А что скажете таким людям, вот, например, которые сидят дома и решили пробежать? Оделись, вышли из подъезда и сразу же начали бежать. Ну, получается, это там щебень, песок, асфальт, брусчатка. Ну, в первую очередь, утром какие новички ошибки совершают? Утром встали. Сразу скажу, утром полезнее бегать, чем вечером. Чем раньше, тем лучше. Это из-за разницы пульса. Самый низкий пульс утром. Вечером, да, вот после работы у вас будет самый высокий пульс. Даже если вы не работали. Самый высокий пульс у человека вечером. И новички не могут регулировать свой пульс, и они начинают бегать. У новичков один минус. Они бегут, почти все бегут на большом пульсе. И они это не знают. Почему? Мозг обманывает. Потому что человек, когда идет пешком, он ходит нормально, да? Надо быстро куда-то идти. Он шаг ускоряет. Еще надо быстро. Он еще шаг. То есть он идет. Бежит он редко. Человек бежит в экстремальных условиях в основном. Когда от кого-то убегает или кого-то догоняет. Поэтому он неправильно. Он уже ногами вперед бежит. По идее, это просто надо вставать и объяснять. Ноги должны ставиться в центре тяжести. То есть я это обучаю, но это несложно, в принципе, обучить. Но люди, новички, ставят вперед ногу. И все, даже дети, ставят ногу вперед. Поэтому даже если я буду бежать, я сзади могу просто услышать и понять, что это бежит новичок. Потому что нога будет вперед. Нога вперед у бегунов никогда не ставится. Даже если это Усейн Болт, может быть колено впереди, но нога, именно когда вес будет проходить, он пройдет по центру тяжести. Понятно, да? Потому что если вперед, это получится, это как на велике ехать, ногу вперед поставить, это получится тормоз. И вы быстро сломаете колено. Хорошо, а вот новичку желательно с какой дистанции лучше начинать? Человек никогда не бегал? Ну вот, да, если человек никогда не бегал, ну, мы выяснили, утром, да, лучше? Да, утром. Утром лучше. Во-первых, этот человек будет бодрый весь день. И самое главное, низкий пульс. Но многие новички не делают разминку. Разминка важна? Очень важна разминка. Если не делать разминку, колени улетят. Почему? Когда утром вы встали, вы идете на костях. Это в буквальном смысле. Пошли в туалет, там, на кухню, куда там умываться, или там кофе пить. Вы идете на костях. Когда человек лежал, нету смазки. Это вот, представьте, вот, а вы взяли, попили и побежали. И все. Вы знаете, если взять машину, вот двигатель вы масло не залили, двигатель застучит. Это ясно же? Да. Или там в коленвал не залили, коленвал заклинит. И человек также, но человеку нельзя масло залить в суставы. А там работает именно за счет метаболизма. То есть вы поделали специальные упражнения, есть на колени, там в стороны, там вперед-назад, круговые. Поделали, чуть-чуть поднимается пульс, чуть-чуть на доли градуса поднимается температура тела, и именно в этих местах создает метаболизм, и хрящ тогда начинает выделять смазку. Вот эта смазка называется синовиальная жидкость, которая обволакивает ваши суставы, не дается тереть их и ароматизирует при ударе. И если за этим следить, колени будут неубиваемые. Вот я вот, как в начале передачи сказали, я пробежал там за 5,5 лет 160 тысяч километров. Я к врачам не обращался. Мне 56 лет, скоро вот в августе 57 будет. Суставы никогда не болели и никогда никаких операций не делали. То есть это мои, и они прослужат еще много-много-много. Ну, здесь еще и питаться надо правильно, потому что, чтобы этот коллаген, смазка появлялась, та же синовиальная жидкость, надо жесткие диеты убирать. Жесткие диеты, они опасны. Потому что есть такие люди, которые на жесткую диету поставят, просто у меня были ученики, и они разваливались. То есть суставы не держали или не было смазки. Бывает из-за того, что
Ну, бывает, ученик захотел похудеть и начинает бегать. Да. Всякое бывает. Рекорды разные есть. Есть сумасшедшие рекорды. Есть, например, самый больше 16 килограмм за месяц одна девушка сбросила. Это много, я считаю, и это неправильно. Я считаю, 5 это так более-менее, это самый максимум. Есть, который за год сбрасывал 85 килограмм. То есть это очень такой хороший результат. Это, я считаю, более-менее правильно сбросил. Так. И, в принципе, все сбрасывают, потому что вы тратите энергию, ясно. Вам надо, сколько калорий вы поели, надо набежать побольше. То есть, я и говорю, чтобы похудеть, надо 2 таблетки. Это биготин, то есть бегать, то, что я даю, и нижратин. Потому что организм не дурак, он увеличит ваш аппетит. Поэтому надо прислушиваться к организму, ну как, не всегда. Потому что наш организм любит пожрать, поспать и ничего не делать. Вот это убрать, но в принципе к болям надо всегда прислушиваться. Если вы побежали, боль в колене, если захромали, все, уже нельзя бежать. Если кто-то видит, что вы хромаете, все, потому что вы убьете. Вам потом искусственно поставят. Еще можно залечить. И вот, но болеть что-то должно. Те же колени, мышцы, это должна быть приятная боль. То есть, если вот взяли боль, возьмем, вот 10-я градация, это когда вы захромали. То есть, я как тренер могу увидеть, если человек захромал. Это все, бегать уже нельзя какой-то период. А дальше уже смотрите, это 10-я боль, там 9, 8, 7. Вот при этих уже нельзя бегать. А если чуть-чуть болеть, что-то должно. Если вам дадут там мешок там, картошки, там, или машину закидать, или арбузы покидать, или там огород скопать, у вас все будет болеть. Спина, это. Да. Или вы просто на турник не залазили, или не отжимались, или не приседали, вам наспор вы начнете. Потом у вас на следующий день будут мышцы болеть, да? Естественно. Тренировка тоже на этих принципах и строится. Если вы бежали, новички сразу стараются километров 5 как погнать, и на большом пульсе. Нельзя. На 800 метров хватает. Но сделать разминку. Разминка делается не только на колени, на руки, пояс, колени. Во время бега развивается все тело. Полностью. Там и легкие, и сердечно-сосудистая система. То есть лечится буквально все. На каких только случаях не было, где врачи, например, запрещают, но он бегает, потому что когда ко мне записывается, я не спрашиваю, какие у него болячки. Никогда. Я не спрашиваю. Скажет. Я считаю так, человек может ходить, я его научу бегать. Я знаю, что пойдет на пользу любой. И у меня были случаи, когда врачи запрещали им бегать. Например, там, с варикозом. Ладно, варикоз есть тромбоз, это еще более сложная форма. Это когда вена вываливается буквально. У нас фотограф, она в Астане была, такая известная фотограф, Евгения Горобец. Вот у ней был. Она компрессионные чулки аж надевала. Сейчас она марафоны бегает. Марафон это 42 километра. И у ней чисто. То есть в Москве сейчас она работает. Ну, она как бы еще живет здесь, она квартиру сдает, но работает в Москве. Но она уже там бегает марафоны. И врачи, куча бывает с протузиями, с грыжами, их навал, с плоскостопиями, навал. И бывает все это исправляется, и плоскостопие, и грыжи, и протрузии, потому что еще есть заминка. После разминки, вот разминка, вы побежали, пробежали, там все равно техника бега нужна, пульс нужен. Пульс в районе 120-140. Золотая середина 130. В этом все развивается. Если вы превысите, вы убьете сердце. Ниже нерентабельно, ну это ниже редко кто бегает. Выше вы убьете сердце. Вообще вид спорта, если вот так смотреть, где умирают, там, футболисты умирают, велогонщики, бегуны редко умирают. Но если бегун умер, шум будет. Во всех соцсетях, пресса все пишет, потому что умер бегун на марафоне, например.
И мы знаем, на первом марафоне там марафонец умер. Ну, если по легенде, это когда греки воевали там. И да, это он был не готов. Но если судить в Казахстане, вот на первом марафоне алматинском умер, да, и на предпоследнем умер человек. Кто эти люди? Новички? Нет. Новичок не пробежит марафон. То есть организм не сможет пробежать. Это были не новички, они года 2 в среднем тренировались, но тренировались без тренера. Они сами, да? Как можно убить сердце? Выйти и гонять так, чтобы был пот. То есть они бегут в районе 200 пульс, 180-200. Сердце, что происходит? Сердце это насос и мышцы. Когда она начинает работать, она накачивается. То есть мышца перестает, она все забивается мышцами. Стенки утолщаются, сердце, если было вот такое, оно станет в 2 раза больше. За счет утолщения стенок и за счет мышц. То есть и левый, и правый желудочек, они уменьшатся очень сильно, то есть и сердце станет черствым, оно действительно станет вот таким жестким. И вены, если были вот такие, они станут вот такие. То есть за счет утолщения стенок. Плюс мы знаем, что вот даже в школе многие знают молочная кислота, да? То, что пробежались на всю. Почему люди вот часто совершают ошибки, когда сами бегут? Они школу вспоминают. Например, учитель физкультуры собрал, так, кросс. Сегодня 4 круга по 200. Это у всех бывает кросс. Да. Для чего это делается? Бегать вас никто не учил в школе, да? Это и называется естественный отбор. Вот в советское время было, но сейчас та же система идет, приблизительно. Но все равно в советской школе было лучше насчет обучения. И там были специалисты сильнее. Я имею в виду, учителя физкультуры были сильными. Сейчас слабые. Я вам объясню, почему потом. И вот, когда вы кросс дали, дети неподготовленные бегут 4 круга, там стадион 200 метров, это хватает, там 800 метров, надо 5, то есть километр, это по программе положено. Все дети, 95% испытывают стресс, сильный стресс. И мозг говорит, освобождение, найди справку. Это по правде мозг тебе советует. Потому что тяжело, и они так, кто-то рыгает, кто-то плохо, у кого-то мышцы валятся, и учитель физкультуры говорит, это молочная кислота, это пройдет. И уже дети хоть понимают, что такое. 95, у 5% нету, да, стресса, я сказал, 5. Это победители. Он выиграл, ну, ой, я первый. Все, у него на это стресс. Он такой, ой, я первый. А учитель физкультуры берет там, другие классы, первых берет. Опять соревнования. Там уже у других стресс есть, а у других нет. И вот так идет, потом между школами, а потом уже учитель, а потом уже тренер выбирает. Потому что это готово, это естественный отбор, он выбрал. Так идет. И их начинает учить бегать. Потому что, в принципе, которых он отберет, они уже готовы природой. И дальше ему легче обучить. В советское время это было так. Сейчас это проще тоже сделать за счет цифровизации. Это очень легко сделать. Но учителя физкультуры сейчас очень слабые. Почему? Я вам объясню. Раньше была зарплата хорошая. Ну так, если везде судить. Сейчас у учителей, у тренера зарплата низкая. И вот 4 года назад мы встречались с физкультурными техниками 30 лет спустя. Собрались. Все отличники, хорошисты в бизнес ушли. Остались, я сразу скажу, троечники. На работе остались троечники. Все парни почти ушли, девчата, ну кто-то осталось. Но из нашей группы 2 только остались, кто в спорте. Почему? Во-первых, зарплата маленькая. Ну это, я понимаю иногда, когда есть
работают как ради не денег, но их мало таких. В основном там не специалисты, то есть они другое больше ничего не могут делать. И чтобы это поменять, надо увеличить зарплату и тренерам, и учителям физкультуры, потому что это так и будет. Пока это не сделать, не будет. Почему-то у нас самое главное в школах, надо брать же, туда же берутся образование. Да. Да. Это образованные, им надо платить. У нас, посмотрите, в фитнес-центр зайдете, там очень много тренеров без образования. Они могут угробить. Вот они опасны. Когда ты отучился, это хоть не опасно. Это как к врачу, вы пошли к нему лечиться, вы знаете у него, или пошли к шаманке. Вы знаете, что она не училась, что она скажет, повезет или не повезет. А врач, конечно, врачи разные бывают, да, из которых, я считаю, профессия врача, как и тренера, он должен всю жизнь учиться. Он не должен вот так выучился и все. И здесь то же самое. Потому что мне попадается очень много людей, которые там фитнес занимались, или качалки, или футболисты, дети с убитым сердцем. С убитым детей загоняли, он за мячиком бегает, все, легко загонять. Вот так ребенка не заставишь бегать, загонять, тяжело. А за мячиком, если он там нападающий, и одного привели, он именно, хотя он подавал надежды, его хотели забрать туда, но только медосмотр прошли, врачи сразу, все, убили сердце. И вот мне пришлось его восстанавливать. То есть сердце можно восстановить только циклическими видами спорта. Это есть плавание, что там, бег, вело и так далее. Хорошо. Спасибо.